Ну а тем временем в Верхоянском улусе открыли автозимник Батагай-Сайды. Пока трасса действует по верхнему маршруту, по берегам рек. Разрешенная масса автомобилей до 20 тонн. Церемонию открытия посетил накануне вице-премьер республики, курирующий вопросы завоза грузов Виктор Амуков. Репортаж нашего корреспондента Альбины Павловой. В настоящее время объем завезенного угля позволяет обеспечить теплом жилищный фонд и социально-культурные объекты района только до 10 декабря текущего года. В связи с этим автозимник Батагай-Сайды открыт в рекордно короткий срок. В сентябре месяце текущего года руководством нашей республики, председателем правительства Галиной Никентьевной Данчиковой принято решение о досрочной пробивке автозимника между Батагаем, Эльгетском и Сайды. Это 200 километров. По данному маршруту предстоит завести 12 тысяч тонн угля из промежуточной базы Сайды Верхоянского и депонационного склада поселка Усть-Куйга Усянского районов. Должны перевозить в этом году очень много объема угля, нефтепродуктов и нефти. Общий объем составляет 93 тысячи совместно с Акрыром. Мы думаем, что задачу наши подрядчики и ГУП ЖКХ выполнят для жизнеобеспечения Верхоянского и Эвено-Батантайского улусов. Бригада янских дорожников, работая в 2 смены, в эти дни проложила путь до населенного пункта Эгенский наслег. Сегодня по главному маршруту автозимника первые 10 машин уже завезли в котельные района самый необходимый груз. Всего на перевозках будут задействованы 10 автомобильных предприятий и 120 водителей Верхоянского района. Не сбивая поставленного ритма, на трассу в сутки выйдут в среднем 40-50 грузовых машин. Основными местами отгрузки угля станут город Верхоянск, населенные пункты Юттяр, Асихая, Батагай и Бетенкёс. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.